Что для тебя, чем для тебя является спецоперация? Почему ты решил пойти добровольцем? Ну, я вырос. Байконур — это российский город. Хотелось бы передать привет своему родному Байконуру. И из нашего города тоже есть добровольцы. И дай бог, чтобы с ними все было хорошо, чтобы все вернулись. Байконур не остается в стороне. Мы также с Россией, мы также боремся за свою страну. 2 дня назад это видео было опубликовано на канале под названием «Правда Байконура». А это объявление о наборе наемников висит на сайте прокуратуры города Байконур. Обратите внимание на дату. Скрин сделан сегодня, 3 августа 2023 года. Каждому наемнику, желающему воевать против Украины, администрация Байконура предлагает по 260 тысяч рублей. Может, мы чего-то не знаем, и Байконур на самом деле уже не казахский, а российский город? Касым-Жомарт Токаев и депутаты Мажилиса, ответьте на вопрос, кому принадлежит Байконур? России или все-таки Казахстану? Почему в самом центре Казахстана совершенно открыто набирают наемников и пропагандируют войну? Формально Россия арендовала только космодром Байконур, но не казахскую землю вместе с жителями. Что это такое? Почему какие-то наемники открыто заявляют, что Байконур – это российская территория? Почему казахстанская прокуратура не возбуждает уголовные дела по статьям наемничество и сепаратизм? Байконур и территория вокруг Байконура – это исконно казахские земли. Россия к этим землям не имеет никакого отношения. Сдача России Байконура в Кызылординской области, Приозерска в Карагандинской области, а также земель в Западном Казахстане абсолютно незаконно. Все подписанные Назарбаевым и Токаевым соглашения по сдаче казахских земель абсолютно незаконны, антиконституционны. Никто не проводил референдумов, никто не спрашивал разрешения по этому поводу у казахского народа.